Слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Иманалиевой Айнуре Курманбековне. Да, Биржол, саламатсыздар вы. Я полностью поддерживаю ранее предоставленную в письменном виде правовую позицию Генеральной прокуратуры по данному вопросу. Тезисно хотела бы отметить, основанием для издания постановления мэрии города Бишкек послужила часть 3 статьи 44 закона о местной госадминистрации и органах МСУ, согласно которой изданные акты могут быть изменены, дополнены, отменены или признаны утратившим силу. В соответствии со статьей 22 Земельного кодекса Кыргызской Республики право на земельный участок возникает при предоставлении права на земельный участок. Порядок устанавливается настоящим кодексом при передаче права на земельный участок на основе гражданско-правовых сделок, при переходе права на земельный участок в порядке универсального правопреемства, при иных обстоятельствах, основаниях, предусмотренных законодательством. Право на земельный участок у собственника или землепользователя возникает на основании правоустанавливающего документа, принятого уполномоченным государственным органом. При предоставлении земельного участка в частную собственность или в пользование запрещается приступать к пользованию земельным участком до установления границ в натуре и выдача документа, удостоверяющего право на земельный участок. Генеральная прокуратура отмечает, что решение земельных вопросов, связанных с предоставлением и изъятием и прекращением права на земельный участок, решается только судом согласно статье 119 Земельного кодекса Кыргызской Республики. Также мы отмечаем, что в соответствии с частью 3 статьи 57 Закона Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах, административный акт не отменяется со стороны принявшего этот акт административного органа или его вышестоящего органа, если отмена административного акта может повлечь изъятие имущества помимо воли собственника. В этом случае административный акт признается недействительным только в судебном порядке. Таким образом, мы считаем, что законами Кыргызской Республики урегулированы все действия исполнительной власти. То есть порядок обжалования актов местного самоуправления закреплен в административно-процессуальном кодексе, в соответствии с требованием которого гражданин, считающий, что принятым актом местного самоуправления или его должностного лица нарушаются его права, гарантированные Конституцией Кыргызской Республики, то он вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону полностью или в части. Вместе с тем мы отмечаем, что исполнительной властью местной государственной администрации, мэрии, айлыкмүтү принимается постановление не только касательно земельных вопросов, но и касательно социально-экономических и других вопросов. Законодатель считаем, что местное самоуправление, пользуясь правом отмены, он может отменять как устаревшие свои акты, ранее принятые органами местного самоуправления, также отменять свои акты, разрешая вопросы по обращению граждан или органами прокуратуры. Так, в компетенции органов прокуратуры входит, согласно статье 20, 21, 22 Конституционного закона об органах прокуратуры Кыргызской Республики, вносить акты прокурорского реагирования, опять же, в местное самоуправление по отмене своих вынесенных актов. Данная оспариваемая норма, регулируя порядок отмены актов, основывается на необходимости контроля за соблюдением законодательства, направлена на регламентацию деятельности и реализации гарантии самостоятельности органов местного самоуправления, закрепленной, опять же, в Конституции Кыргызской Республики в статье 111. И само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан. В этой связи мы считаем, что словосочетание, выраженное словами отмены пункта 3 статьи 44 Закона Кыргызской Республики о местной государственных администрации и органах местного самоуправления, не противоречит нормам Конституции.